Находясь в этом зале, приходят на ум строки из легендарного исторического фильма «Офицеры», где прозвучала шедевральная фраза, которая актуальна и по сей день. Есть такая профессия – Родину защищать. Это действительно так. Но я бы ее немножко перефразировала и сказала, что есть такое призвание – быть летчиком. Потому что им нельзя стать летчиком, нужно родиться. В семье Торгашовых культ летчика был возведен до небес, тех самых, которые так сильно любил Юрий. Мечта летать привела его в училище, но сесть за штурвал самолета ему удалось не сразу. Подвело здоровье. В полетах ему отказали. Но забыть мечту про небо он не смог. И спустя годы создал клуб технического творчества, в котором возглавил авиамодельную секцию. С этого момента у него началась вторая жизнь. Когда пришла война, Юрий Торгашов, ни секунды не сомневаясь, принял решение. Он понимал, каждый профессионал был на счету. Таких героев в нашей стране к моменту начала войны оказалось немало, но все они были кадрами летно-технического состава гражданской авиации Абхазии. Соответствующих лайнеров не было, да и применять их было нецелесообразно. Шла война. Тогда руководство страны отправило на Северный Кавказ, в Чечню за малокалиберными летательными аппаратами наших лучших летчиков. 27 августа 2 легких многоцелевых самолета Ан-2 перелетели из Грозного в Гудаутский район. Их переоборудовали под военные. С этого времени и берет свое начало абхазская авиация. И этот день ежегодно отмечается как День ВВС. Первым самолетом, произведшим посадку в селе Лыхны, управляли Вячеслав Эшба и чеченец Абдулвалид Альдарханов. Вторым – Атар Квициния и Александр Ковальчук. После того, как Сухумский аэропорт в первый день войны был захвачен оккупантами, летчики-абхазы стали выбираться в Гудауту и вступать в ряды народного ополчения. Ввиду отсутствия полноценного аэродрома, командованием была сделана ставка на использование малой легкомоторной авиации. В период войны абхазские летчики совершили свыше 400 боевых вылетов. Воинская доблесть, проявленная абхазскими летчиками в ходе войны, всегда будет являться образцом верности долгу и служения родной земле. Полноценного аэродрома не было. Сухумский аэропорт был захвачен врагом. Тогда руководство ВВС Абхазии решило взлетно-посадочные полосы создать. На Восточном фронте их было 3 – в селе Ахуарчапан, Тхина и 1 в Ткорчале, который использовался лишь в гуманитарных целях. Абхазская авиация начала полномасштабную борьбу с врагом. Началась работа по переоборудованию каждой из спортивных машин в боевую. Установка замков бомбосброса и радиостанции, перекраска крыльев в защитный цвет, бронирование титановыми пластинами места пилота, бензобака и двигателя, доработка подвески приборов для ночных полетов. В высокогорных условиях Абхазии мотодельтаплан с одним пилотом поднимался на высоту 4500 метров, с 2 на высоту 2500 метров. Тактика строилась на вылетах исключительно в ночное время. Тренировки производил профессиональный военный летчик Олег Чанба, ранее летавший на истребитель МиГ-29. Вскоре он стал командующим ВВС РА. 19 сентября состоялся первый боевой вылет, однако он закончился трагически. Из-за некачественного топлива, вызвавшего отказ двигателя, летный аппарат упал в море. Пилот Атар Сирадзе погиб. В связи с гибелью Олега Чанба командующим ВВС РА стал бывший командир отряда Сухумского аэропорта Вячеслав Эшба. Начальником штаба подполковник Владимир Барцыц, заместителями по вооружению майор Владимир Кичбаб и прапорщик Амиран Аджба. Командиром эскадрильи был назначен полковник Надар Герзмава, его заместителем майор Атар Квициния, комиссаром авиации подполковник Леонид Пкин, начальником боевой подготовки и разведки Игорь Мозговой. Командиром звена транспортных самолетов назначен майор Надар Самсония. В состав первого экипажа Ан-2 вошли Надар Самсония, Владимир Полихов, Андрей Царгуш, второго – Анзор Сакания, Атар Квициния, Мираб Таркил, третьего – Заур Эшба, Альби Хутов, Эсмет Квацба. Эти легендарные летчики, во время войны показавшие невероятные чудеса профессионализма и сноровки, побывали во всех точках Абхазии. Некоторым из них удалось выжить при крушении самолетов. Но сегодня они говорили о своих друзьях, тех, кто не дожил до нашей победы. Проложил пульс мне утренней звездой, а цель не назначала мне свидания. Я где-то там, за бурной речкой, гумистой. Я же не прощался. Я сказал вам до свидания. Я где-то там, за бурной речкой, гумистой.
Я же не прощался. Я сказал вам «до свидания». Гости пришли в музей не с пустыми руками. Глава военно-воздушных сил Абхазии в период войны, генерал-майор ВВС Вячеслав Эшба, принес очень ценную вещь – первый авиашлем. Его наш прославленный летчик одел в первый день войны. Снимал лишь в перерывах на отдых. Окончательно на полку он положил ее лишь после победы. И теперь решил – шлем должен быть в музее, на полке ВВС Абхазии. Нам передали замечательный дар музею, замечательную реликвию. Мы очень этому рады. И мы его положим на место. И нам еще обещали принести еще реликвии. Праздничная встреча завершилась импровизированным концертом. Песня о войне и военно-воздушных силах Абхазии ребятам пел ветеран войны Вячеслав Хромых. Нисфа Аршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.